Послание президента России Федеральному собранию Владимир Путин огласит сегодня в Гостином дворе. Прямую трансляцию покажут каналы Якутия-24 и НВК «Саха». Якутия наращивает экспорт животноводческой продукции. С предпринимателями-экспортерами встретились сотрудники управления Россельхознадзора. Гораздо легче заниматься йогой тем, кому за 50. Тому подтверждение нашла наша коллега. Это новости на Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Послание президента России Федеральному собранию Владимир Путин огласит сегодня в Гостином дворе. Послание президента России – это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. В Кремле заранее не анонсировали вероятные темы послания этого года. По итогам оглашения послания президент России подписывает ряд конкретных поручений. Напоминаем, что телеканалы Якутия-24 и НВК «Саха» будут вести прямую трансляцию с церемонии оглашения послания, которая начнется в 18:00 по якутскому времени. На 4% повысят заработную плату бюджетникам Якутии, не включенным в майские указы. Данная мера принята по поручению главы республики в целях устранения дисбаланса в оплате труда бюджетников. Напомним, в последние годы существенно выросла заработная плата 12 целевых категорий работников. Это врачи, учителя, медики, библиотекари, работники социальных служб и другие. В ряде случаев заработная плата выросла в несколько раз, но вместе с тем сформировалась определенная разница в оплате труда. Прежде всего это касается не основного персонала. В правительстве Якутии отметили, что работа по сокращению этого дисбаланса будет вестись и далее. В кабинете министров уже разработан комплексный план ее решения. Якутия наращивает экспорт пушнины, пантов оленя и бивней мамонта. На сегодняшний день в республике 37 предприятий-экспортеров занимаются экспортом животноводческой продукции. К примеру, в прошлом году в Китай и Гонконг было вывезено более 138 тысяч пушно-мехового сырья, 11 тонн бивней мамонта и 67 тонн боя рогов лося и северного оленя. Сотрудники управления Россельхознадзора провели семинар для предпринимателей-экспортеров и ответили на интересующие их вопросы. Также были отмечены и проблемы, возникающие в этой отрасли. С нашей стороны таких больших проблем нету. Просто люди и предприниматели на данный момент мало осведомлены о том, что они могут вывозить свою продукцию. В основном у нас сырье увозится, а пищевая продукция еще на подходе, скажем так. Так как предприниматели и организации на данный момент прибавляется, как экспортеров, то, соответственно, вырастает объем вывозимой продукции. Специалисты Минтруда провели в перинатальном центре Якутска ежемесячную беседу с будущими мамами о мерах социальной поддержки семей с детьми. Напомним, глава региона Айсен Николаев 14 февраля издал указ о дополнительных мерах, направленных на поддержку рождаемости в республике. Нововведения коснутся всех детей, рожденных с января 2019 года. В перинатальном центре Якутска ежедневно на свет появляются в среднем 15-20 малышей. Большую часть новорожденных составляют вторые и последующие дети. Наряду уже с действующими механизмами финансовой поддержки семьи, дополнительные выплаты должны стать большим подспорьем для всех родителей и в первую очередь для многодетных семей. По поводу новых выплат нашего президента очень существенная поддержка, особенно на третьего ребеночка. Да? Сейчас нас проконсультировали полностью, как это все будет оформляться, какие суммы будут предоставлены. Очень все доступно, интересно и очень хорошая поддержка. 100 лет отмечается со дня рождения транспортной полиции России, 25 лет со дня образования Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте. Праздничные мероприятия проходят во всех крупных подразделениях в Якутске, Мирном, Нерюнгри и Анадыре. В транспортной полиции работает более 400 человек. Это самостоятельная структура, в которую входят уголовный розыск, антинаркотический отдел, подразделение по экономическим преступлениям и с посягательством на грузы. Также есть свое дознание и следствие. За этот вековой рубеж сотрудниками транспортной полиции проделано огромное количество работы. Так как транспортный комплекс занимает стратегически важное место в развитии нашей необъятной Родины, наша деятельность является государственно важной.
и служит госбезопасности и на защиту интересов граждан. Северо-Восточное линейное управление МВД России на транспорте обслуживает 2 региона. Это Республика Саха-Якутия и Чукотский автономный округ. Эти 2 региона являются самыми отдаленными в нашей стране, и где слова непроходимость и недоступность не являются таким пустым словом. И в таких условиях мы работаем и несем службу. Если раньше считалось, что практиковать йогу могут в основном молодые люди, в настоящее время сосредоточенность и осознанность, необходимые во время занятий, легче достигаются людьми, перешагнувшими 50-летний рубеж. Тому подтверждением активные нерюнгринцы, пропагандирующие не только йогу, но и здоровый образ жизни в целом. Познакомилась с группой здоровья наша коллега Александра Цыбикова. Галина и Матильда – подруги-единомышленницы. Они веселые, активные и грациозные для своего возраста, и обе занимаются йогой. Перевернутым позам в практике оздоровления организма женщины придают особое значение. Вместо чая – отвар трав и непринужденные беседы о том, что старость – это не количество прожитых лет, а состояние подвижности суставов. Может быть, нам сейчас выпить этот чудесный травяной чай из полыни чистотелы, из зверобоя, и пойдем в парк, встретимся с женщинами, проведем гимнастику на свежем воздухе. Как утверждают подруги, здоровый образ жизни – это залог их неиссякаемой энергии, которой они хотят поделиться, и для этого организовали группу здоровья. 2019 год объявлен годом детства. И мы занимаемся с многодетными мамочками, чтобы мамочки были здоровые и счастливые, чтобы детки также росли здоровые и счастливые, чтобы дети на примере своих мам стали заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, правильно питаться. В парке имени Черяева, где по утрам Галина и Матильда проводят зарядку для здоровья, каждый день присоединяются все больше желающих, и уже набралась небольшая группа здоровья. Основные из выполняемых упражнений предполагают сосредоточенность на себе, на своих ощущениях и результатах. Я вдохновение от природы беру, от зарядки. Зарядку не сделала, совсем другое. А когда зарядку и физические упражнения, воздух, солнце, ты совсем другое, все по-другому получается. Уже у людей бизнес должен развиваться получше, гораздо более, на другом уровне, когда люди зарядку делают, бегают по утрам, в любое время года. Активистки поделились, что в канун женского праздника для стимуляции желающих глава города Нерюнгри обещал выделить группе здоровья 10 пар палок для скандинавской ходьбы. Несомненно, это станет стимулом для дальнейшей дружбы со спортом. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. К этому часу это пока все новости. Мы следим за развитием событий.